Также в Амгинском районе провели чистые игры. Катерина Винокурова подробнее. Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия совместно с администрацией Улуса Амгинского района организовала чистые игры в Амге на ручье Халбы. Основной целью мероприятия является повышение экологической культуры и экологической ответственности молодежи республики. Следует отметить, что на территории Якутии это третья игра. Этот проект он носит международный характер. В России уже проведены более 600 таких мероприятий по различным субъектам, регионам республики. В этом году мы решили совместно с районом именно для привлечения внимания населения, для жителей Амгинского района провести эти игры здесь. На этих играх участвуют различные муниципальные образования, не только Амгинский район, но и из ближайших районов. И мы хотим показать, что проблема экологии, она должна быть у всех на устах, и мы должны с привлечением молодежи решать эти проблемы. На играх приняли участие 13 команд, состоящих из 4 человек. Сами участники игр считают, что подобные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Амга славится нашей красотой своей природы, и эту красоту надо поддерживать, не мусорить. Это очень нужная акция. Победители выявят по собранным мешкам. Один мешок, 1 балл. Наша команда идет в сторону вон того леса. Надеюсь, там будет много мусора. На чистых играх в Амге помимо уборки мусора прошла эко-дискуссия с заведующим учебно-научной лабораторией мерзлотных лесов и дендроэкологии, а также экологические викторины и другие игры. Только что зарегистрировались, нас в команде 4 человек, очень дружная молодежная команда собрали. Будем изучать основы раздельного сбора мусора и почувствуем себя участниками экологической акции «Чистые игры». А вы откуда узнали про эти игры? Про эти игры мы узнали из Инстаграма и сразу зарегистрировались на сайте Clean Games. Организаторы игр в дальнейшем планируют распространить практику проведения чистых игр по всей республике. Катерина Винокурова, Лилия Яковлева, Евгений Рязанский, Амга.